Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В городе Якутске полицейские установили подозреваемого в краже денег с помощью услуги «Мобильный банк». Потерпевшая местная жительница сообщила полиции, что с ее карты украли более 90 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 23-летний мужчина. Установлено, что потерпевшая ранее выпивала в компании на съемной квартире. Подозреваемый находился в числе гостей. Он, воспользовавшись тем, что женщина забыла свой сотовый, перевел себе деньги на свой виртуальный кошелек. В Якутске завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о мошенничестве работницы турагентства. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 35-летняя местная жительница обвиняется в совершении 6 преступлений. С ноября прошлого года до февраля нынешнего женщина заключила с потерпевшими договоры о реализации туристского продукта в Республику Вьетнам и Королевство Таиланд. После оплаты туров она выдавала покупателям фиктивные документы, недействительные электронные авиабилеты, маршрутные квитанции, страховые полисы и ваучеры. Общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей, из которых более 80 тысяч она добровольно возместила. По сообщению прокуратуры, месяц назад женщина уже была осуждена Якутским городским судом за совершение 7 аналогичных преступлений к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении члена организованной преступной группы, которая занималась распространением наркотиков в городе Якутске по сети интернет. Предварительное следствие установило, что двое супругов безработных жителей города Якутска с мая по октябрь прошлого года в интернете распространили 4 партии наркотиков в крупном размере, часть которых разложили по тайникам на территории города, а часть хранили у себя дома до изъятия их сотрудниками полиции. Разложенные по тайникам наркотические средства изъяты следователям во время проведения следственных действий. В отношении одного из соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и будет направлено в суд отдельно. В отношении неустановленных поставщиков наркотических средств, действовавших в сети интернет, уголовное дело выделено в отдельное производство. В Якутске также осудили членов другой наркобанды. Они осуждены к длительному лишению свободы за покушение на сбыт наркотиков. Подсудимые 28 и 35-летние местные жители. Один мужчина решил организовать преступную группу для распространения наркотиков на территории Якутска, для чего получил административный доступ к интернет-магазину на сайте по сбыту наркотических средств. Затем привлек в состав преступной группы нескольких лиц в качестве закладчиков, в том числе обоих подсудимых, разделив между ними конкретные обязанности. В декабре 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий у организатора преступной группы сотрудники полиции изъяли приготовленные к сбыту растительные и синтетические наркотики общим весом более 880 граммов. Суд назначил наказание обоим подсудимым по 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Организатор преступной группы и двое других членов группы осуждены и отбывают наказание. Нерюнгринские полицейские по горячим следам раскрыли кражу. Неизвестный похитил у местной жительницы перфоратор. Подозреваемым оказался ранее судимый 32-летний сосед потерпевшей. Как оказалось, в подъезде дома, где они проживают, производились ремонтные работы, и женщина дала строителям свой инструмент. В какой-то момент строители отлучились, оставив перфоратор возле лифта. В это время пьяный подозреваемый вышел в подъезд и, заметив лежащий инструмент, украл и продал его за 800 рублей, чтобы выпить еще. В Амгинском районе осудили мужчину, из-за которого разгорелся пожар, уничтоживший 30 гектаров леса. Об этом сообщает прокуратура республики. Сам он вину в предъявленном обвинении не признал. Установлено, что 27 мая прошлого года, находясь в 10 километрах от одного из населенных пунктов Амгинского района, он бросил в траву непотушенный окурок, из-за чего загорелась сухая трава, и огонь распространился на лесной массив, расположенный в Покровском участковом лесничестве. В результате пожара повреждены и уничтожены лесные насаждения породы лиственница на общей площади в 30 гектаров и причинен ущерб на сумму более 90 тысяч рублей. Приговором Мегино-Кангаласского районного суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей, и с назначением наказания в виде исправительных работ сроком на 1 год условно с удержанием 10% от зарплаты ежемесячно. Судом также удовлетворено исковое заявление прокуратуры района о взыскании суммы материального ущерба, причиненного данным преступлением. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.